Узкие улочки Бахчисарая, мусульманские святыни, старинные крымско-татарские домики и быт их хозяев. Картины Нины Жаба узнаются среди сотен других. В 1906 году художница, выпускница Петербургской академии художеств, приехала в провинциальный городок, чтобы писать этюды. Это была любовь с первого взгляда. Потомственная дворянка Нина Жаба осталась в городе Ханово 18 лет. Здесь она влюбилась в своего проводника, крымского татарина Максуда, который предложил ему не только руку и сердце, но и чарующий мир Бахчисарая и его жителей. В картинах можно увидеть быт крымских татар, чем они занимались. Здесь и мужчины, которые раскладывают табак, и человек, который продает виноград, молочник, женщины, читающие книги. Это, кстати, ответ тем, кто говорит, что крымские татарки были необразованными. Особую ценность картины Нины Жаба представляют для этнографов. Работы художницы исторически достоверны. По ним можно изучать наряды крымских татар того времени. Она зафиксировала, скажем, период с самого начала XX века. К этому времени уже некоторая трансформация произошла в национальном костюме. И вот эти все абсолютно тонкости у нее совершенно замечательно, все у нее зафиксированы. Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения Нины Жаба. В редакции газеты «Яна Дунья» устроили выставку ее работ. Работы художницы редко выставлялись как при жизни Нины Жаба, так и после смерти. Большинство ее картин находятся в частных коллекциях, поэтому точно их количество неизвестно. Тысячными тиражами по России расходились открытки по рисункам Нины Жаба. Особенно популярны они были среди крымчан. Крымские татары забирали их с собой во время депортации. В местах ссылки эти напоминания о родном крае согревали им душу. Когда я была маленькой, бабушка рассказывала нам о Крыме. И чтобы мы представляли себе Бахчисарай, она показывала эти открытки. Некоторых людей, которые изображены на открытках, бабушка даже знала по именам. Это дом Нины Жаба в Бахчисарае. Здесь художница поселилась после смерти своего мужа, которого расстреляли в годы гражданской войны. Нина Жаба прожила в Бахчисарае еще 4 года, а затем вернулась в Ленинград, где погибла от голода во время блокады города в 1942 году.